В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. В России начался год театра. О том, что планирует в этом сезоне Государственный русский драматический театр имени Пушкина в Якутске, а также о новых постановках, гастролях и многом другом мы поговорим сегодня с гостем студии. Это директор театра Александр Лобанов. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, что для вас, как именно руководителя театра, все-таки означает год театра, объявленный в России? Слушайте, прежде всего, хорошо то, что о нас вспомнили, наконец-то, да? Конечно же, хочется, чтобы в этот год были какие-то перемены, естественно, к лучшему. Меня как руководителя сразу же интересует материальная, техническая база, оснащение, все-таки это многое для передачи любого жанра фактически, да, приспособления, которые нам только помогают, усиливают ощущение какое-то, да, в том или ином материале. Поэтому это первое. А может быть даже второе, на самом деле, конечно, больше всего человеческий фактор. И, конечно же, чем лучше будет для труппы театра, да, чем будет больше перспектив каких-то, далеко вперед идущих, конечно же, это многое значит, это есть куда стремиться, есть для чего работать, и какой-то вектор, направление в будущее все-таки, прежде всего. Что будет, это мы уже увидим по ходу, потому что, я так понимаю, очень много будет сюрпризов и каких-то новостей, которые уже на начало года уже имеются, да. Я думаю, что они уже вносят свои корректировки. Посмотрим. Как говорится, год он только начался, а итоги будем подводить уже в конце. Через 12 месяцев. Да. Вы в начале, да, с ответа на вопрос сказали, что хорошо, что наконец-то нас вспомнили. То есть вы как руководитель театра, естественно, наверное, поддерживаете связь с руководителями других театров, других регионов. Какая вообще ситуация сегодня с театрами в России? Сложная. Реально сложная. И не просто так, опять я возвращаюсь к материально-технической базе. На самом деле, очень плохое состояние многих зданий театра, да, не говоря уже об оснащении его. Само по себе здание, многие в аварийном состоянии. Естественно, это не может не сказываться на работе коллектива того или иного, да. Это сплошь и рядом. Ведь не просто так Матвиенко попросила Владимира Владимировича, да, о дополнительных средствах, именно чтобы провести капитальный ремонт где-то и замену оснащения, да, обновление где-то. Слава Богу, то, что да, будет, все в ожидании. Вообще, может быть, не полностью, но в течение этих 12 месяцев, грубо говоря, да, возможно ли решить хотя бы большую часть проблем театров российских? Я думаю, да. Это не значит, что мы должны сделать все в течение этого года. Я думаю, что прежде всего это самое главное, чтобы вопросы начали решаться, то есть было какое-то начало. Как да? Вы сказали, вектор да, задать. Да. И все остальное, это, как говорится, можно сделать уже и по истечению года театра, да, а не так, что у вас 5 минут, и вы быстренько давайте тут что-то. Нет, конечно. И это касается многих направлений. Это не только материально-техническая база, да, это не только работа с кадрами, да, которая на самом деле сейчас очень в таком сложном состоянии находится. Но по большей части, конечно же, это дело, прежде всего, нас самих, то есть чего мы хотим, соответственно, к этому надо стремиться, проводить работу. Я думаю, все у нас будет только хорошо. Но это кадровые проблемы, они с чем связаны? Именно с нехваткой кадров или же? По-разному. Ведь есть узкоспециальные какие-то, да, профильные профессии. Есть, опять же, амплуа актерские, да, которые тоже нужно искать. И элементарно даже то, что люди просто стареют, да. Как обычно говорится, только набираются опыта и становятся более, скажем так, более взрослыми. Взрослыми, да. Вот. А на самом-то деле, конечно же, нужны и юноши, и девушки, и молодые актеры нужны. Да. Это специфика. Их очень много таких моментов, которые нужно каждому отдельно в отдельности подходить, и их нужно решать, естественно, тоже комплексно, потому что хорошо, если есть какой-то профильный, допустим, вуз, да, если он рядом. Но, опять же, качество выпускаемых кадров тоже очень много чего зависит, поэтому я думаю, что опять же это работа сугубо на местах именно руководства, администрации. Почему? Даже могу просто привести пример, допустим, как происходит это в столице, да? Там просто мастер
народный артист, заслуженный, да, мэтр, он набирает свой курс и полностью готовит для себя, скажем так, новое поколение, замену. Преемников. Да, преемников, в том-то и дело. И от начала до конца он полностью ведет его, он дает определенные навыки, да, определенные знания. И, естественно, он в итоге это как пигмалион, да? В конце все-таки получает то, что ему действительно нужно было, что он хотел чего достичь. Вот, и все. А зачастую мы просто получаем специалистов, это кот в мешке. То есть не угадаешь. Да. Ну, хорошо, что еще и приняв, допустим, если не совсем еще профессиональный кадр, да, мы можем их дополнительно, имеем такую возможность отправить на обучение, как-то что-то, как-то дать определенные навыки и все-таки привести к тому именно той форме, которая действительно нужна для того или иного места рабочего. Ну, то есть нужно работать просто. Вот и все. Вот, Александр Александрович, говоря про кадры, всегда в любом случае вопрос задается и в том числе там, про зарплаты. Да, вот у артистов сегодня, если не секрет, какие зарплаты? Востребованы это может быть, там, грубо говоря, у молодежи. Я могу проще сказать, да, то, что зарплата у нас, у актеров, которые работают в театрально-зрелищных учреждениях в республике, она значительно выше той заработной платы, которая, допустим, вот я сейчас приехал из Приморья, да, где был официальный старт открытия театрального марафона всероссийского, 2 раза. Это, я думаю, ощутимо. Могу сказать еще, что у нас несколько иная, скажем так, оплата. У нас помимо основной части заработной платы, да, есть еще, скажем так, грубо говоря, сдельная. Да? То есть, когда люди от вложения от своей работы получают, как говорится, дополнительные дивиденды. Ну вот вы затронули свою поездку в Приморье, старт театрального марафона. Якутский ваш театр также примет участие, если не ошибаюсь, с 14 по 16 февраля пройдет Не принятие. совсем так. С 14 по 17 февраля здесь к нам приезжает ансамбль «Эргерон» с Чукотки, все правильно, да, с Чукотского автономного округа. Мы же, в свою очередь, получаем эстафету от него, и с 17 по 21 февраля будем находиться уже в Чите. И как раз там на сцене Забайкальского краевого, краевого театра будем передавать эстафету уже театру кукол. А что-то представите на сцене театра в Чите? У нас получается довольно-таки большая программа. Мы везем одни из лучших наших спектаклей. Это «Два берега одной победы», история Алсиба. Это «Капитанская дочка», которая тоже уже у нас пользуется огромной популярностью как на выезде, так и на стационаре. Это комедия «Голодранцы и аристократы». И, естественно, детский зритель тоже не останется без внимания. Это «Бременские музыканты». Прям целый комплект такой. Фактически, да. Там даже где-то по 2 детских спектакля в какие-то дни будут. Ну вот говоря про выезд, да, помимо марафона, вообще у театра увеличилась гастрольная деятельность или же планируется увеличить? Что ожидать жителям республики? Знаете, очень здорово то, что есть сейчас такая помощь, это как федеральное агентство гастролей, большие гастроли так и называется. Вот. И вот буквально с недавнего времени, я думаю, даже далеко ходить не надо, у нас были обменные гастроли с Благовещенским театром драмы. Они работали у нас на площадке, мы, в свою очередь, работали на их площадке. И, насколько мне известно, зритель ни тот, ни другой не остался равнодушным, всем все понравилось. И я надеюсь, что мы будем продолжать в дальнейшем тоже эту деятельность. У нас есть несколько направлений, которые мы сейчас отрабатываем. Вот ждем ответа на нашу заявку. Ну вот, как я думаю, наверное, сравню сейчас немного театральную деятельность, театр с шеф-поваром. У каждого шеф-повара есть свое какое-то коронное блюдо. А если в вашем театре какие-то спекакли, которые вот прям порекомендуете обязательно в вашем театре посмотреть зрителю? Слушайте, их очень много сейчас. Вот можно, я думаю, даже... Вот, если вы не ходили на два берега одной победы, сходите. Если вы не ходили на Капитанскую дочку, сходите. Если вы не ходили на «Очи черные», сходите. Если вы не ходили на «Чайку», сходите. Если вы не ходили на «Дни Турбиных», сходите. Я могу долго еще перечислять, но это действительно так. Каждому
этому спектаклю это наше, как скажем так, детище, да, и относишься, соответственно, как к ребенку, поэтому я надеюсь, что и дальше так будет продолжаться, и мы постараемся радовать своего зрителя новыми постановками, и, как обычно, итоги будем подводить чуть позже. Ну и тогда вкратце, в этом году ожидаются ли какие-то новые постановки, раз вы затронули? Да, конечно. Ну, буквально вот сейчас у нас началась работа над спектаклем «Мертвые души». Приступил у нас Сергей Потапов. Это будет вторая работа уже с ним после Дней Турбиных. Все-таки советую сходить на Дни Турбиных, посмотреть. Вот. Буквально к 220-летию, которое состоится в этом же году, Александра Сергеевича Пушкина, мы собираемся поставить спектакль «Барышня-крестьянка». Также не обойдем без внимания детскую аудиторию. Планируем поставить все-таки «Буратино» в ближайшее время. Я, опять же, не исключаю то, что могут быть какие-то корректировки, но, опять же, вот я сейчас не в силах просто все рассказывать, но все-таки материально-техническая база, которая меня очень интересует и волнует, я думаю, все-таки у нас пришел момент, когда мы ее обновим. Ну, соответственно, это внесет какие-то коррективы. Ну вот мы сейчас возвращаемся к началу нашего разговора, опять же, к году театра. Да, вот. Все-таки верите, что год театра действительно станет вот таким масштабным, всероссийским мероприятием, который поможет решить все проблемы, или же останется такой акцией красивой просто? Вы знаете, обертка, она всегда будет, да? Всегда. Как бы год ни назвали, все. Но самое главное, то, что вот что там будет внутри, да, это зависит именно от нас. И я надеюсь, что мы очень хорошо и ударно поработаем в этом году, и, соответственно, какие-то полезные какие-то моменты, они все-таки у нас будут. Но я надеюсь, что они в этом году не закончатся, а как бы именно уже задав этот вектор, мы... Импульс. Да, именно в этом каком-то движении, и какое-то еще время пробежим, посмотрим. Александр Александрович, в завершении нашей беседы, вот ваши пожелания зрителям в год театра. Ходите в театр. Водите своих детей, любите театр, а мы постараемся сделать все от нас необходимое, чтобы наш репертуар, да, наши спектакли вам понравились. И самое главное, то, что ваши дети потом захотели приходить еще и еще. Александр Александрович, спасибо большое, что пришли в нашу студию, ответили на наши вопросы. Я надеюсь, что все планы, поставленные на год театра, у вас получатся, все сбудутся. И напоминаю нашим зрителям, что это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.